Привет, привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы быстро запоминать казахские слова, увеличивать свой запас казахских слов и постепенно начать разговаривать на казахском языке и понимать его. Сегодня мы будем запоминать слово «тын». Вот здесь вот «у» без ничего, она такая отличается от русского написания. Вот такая «у», она читается тонко. «Тын», «тын», «тын» означает «ночь». Вот я вам приготовила картинку ночи для того, чтобы лучше запомнить какое-то слово. Обязательно посмотрите либо сам предмет, либо на его картинку, ну или на что-то, что ассоциируется с этим предметом. Вот здесь вот показана лунная ночь. Ночь – это «тын» на казахском. Теперь мы составляем предложение со словом, извиняюсь, «тын». Молодежь любит гулять в тын. Люди обычно ложатся спать в тын. Вчера была безоблачная тын. Иногда тын может быть такой темный, и ничего не видно, потому что облака закрывают все звезды и луну. Грабители, наверное, хотят вершать свои черные дела в тын. Некоторые животные спят в тын, а некоторые животные, наоборот, спят днем, а охотятся в тын. Ну, я сейчас говорю в тын, чтобы это как-то звучало более, да? Вот. Конечно, слово «образование» вот так нельзя сказать там в тын, да? То есть обязательно будет окончание. Но я думаю, что сейчас важно просто запомнить одно слово. Ну, слово вот в неопределенной форме, вот в такой форме. Вот. И для того, чтобы не запутаться. Потому что в казахском языке очень много окончаний. И за счет окончаний можно... окончание плюс окончание плюс окончание. В общем, можно очень сильно видоизменить слово. Поэтому моя задача не усложнить запоминание вами слов, а облегчить, сделать его легким. Потому что когда вы можете что-то маленькое сначала запомнить, маленькое, потом чуть побольше, потом чуть побольше, чуть побольше, чуть побольше, и только тогда вы сможете уже освоить что-то более сложное. Вот, поэтому просто составляем русские предложения со словом «тын». Я, например, раньше очень хорошо работала в тын. Но сейчас, видимо, с возрастом мне хочется уже отдыхать в тын. Ой, помнится, в молодости мы могли прогулять весь тын, а потом с утра бежать на работу. И там такие вялые, но веселые сидели и работали. Вот таким образом составляйте, пожалуйста, собственные предложения, полноценные предложения со словом «тын» до тех пор, пока это слово полностью не отложится в вашей памяти. Вот в моем случае мне нужно было иногда сделать 40, 50 и даже больше предложений для того, чтобы это слово полностью встроилось в мыслительный механизм, чтобы я полностью его на всю жизнь запомнила. И после этого вам не придется его снова рассматривать. И у вас не будет ощущения, что вы учитесь бесполезно, что вы просто тратите зря время, да? То есть вот каждое хорошо запомненное слово увеличивает вашу уверенность в казахском языке. И постепенно, каждая победа, каждое слово приведет нас обязательно к нашей общей цели, к тому, что вы начнете понимать и разговаривать на казахском языке. Пишите комментарии,
делитесь своими победами, обязательно делитесь моим видео с людьми, которым вы хотите, к примеру, передать этот способ, поделиться им. Обязательно подписывайтесь, и я буду стараться почаще выходить в эфир, чтобы держать с вами контакт. Большое вам спасибо, что смотрите мои видео. Большое спасибо, что ставите мои видео в избранное, делитесь ими, подписываетесь. Мне это очень-очень важно. Спасибо вам большое и до новых встреч.